Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину, на мужчину в вашей голове и узнаем, любит ли он вас и как он к вам на самом деле относится. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, загадайте, пожалуйста, на себя, задайте свой вопрос. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну а вам кто-то мешает. Вы знаете об этом? Кто-то мешает вашим отношениям, кто-то постоянно вот лезет, пытается разбить вашу пару, либо не допустить того, чтобы вы парой стали. Какая-то бесконечная помеха. Надо с этим разбираться. Так, ну давайте пойдем по порядку. Мужчина без сомнения к вам привязан. Ну и вы к нему тоже очень привязаны. Чувства. У вас чувства к нему гораздо сильнее, чем у него. К сожалению, на данный период времени, еще раз скажу, на данный период времени это именно так выглядит. Вы за ним готовы, ну и в огонь и в воду, да, и босая по снегу в тайгу, вы готовы. Вот только позови, и вы пойдете, обо всем на свете забудете. Но вы прям чувствуете, что он ваш человек. Он, знаете, как поработил вас в этом плане, в плане чувств и эмоций. Вот, думайте о нем постоянно. Вот прям девчоночкам кому-то снится мужчина, переживаете. Прям такая эмпатия сильнейшая идет. Вы прям ощущаете, вот какое у него настроение, что с ним там происходит. Вот прям иногда даже как запах его чувствуете. Но любите очень сильно, мои хорошие. Вот прям полюбили вы его. Полюбили, жалеете, я вижу. Вот прям готовы, ну, всю себя отдать ради него. Сильное, очень сильное чувство у вас к нему проснулось. Что касается мужчины, ну, к сожалению, в сегодняшнем дне он, ну, как не определился, понимаете, тут какая-то помеха, вот что-то ему голову засоряет, вот засоряет, мусор какой-то идет. Знаете, есть такое явление, называется белый шум, да, не пойми, что оно такое, жужжит, шипит, вроде как там какие-то голоса слышно, а попробуй разбери. Вот и у него в голове этот белый шум находится. Здесь он под каким-то влиянием, под чьим-то влиянием. Почему-то мне кажется, что есть какая-то женщина, которая на него это влияние оказывает. Постоянно давление, влияние отвлекает. Девочки, она его очень отвлекает от вас. Вот что происходит. И он такой бедненький мечется, к вам тянет. Вас он хочет, а вас он тоже думает, забыть не может. Да? Вот прям сердце на вас откликается. А та другая, понимаете, она к себе. Я так на цепь его посадила и к себе, и тянет. И только он пытается к вам, она его такая назад, ко мне, к ноге. Вот что происходит. Есть, девочки, помеха. Очень серьезная помеха. Но у кого мужчина не свободный. Но там жена с зубами, я так скажу. Зубами, и причем такими, знаете, 3-метровыми. Вот если она в него вцепилась, то прямо аж до кости прокусила, может и с костью прокусила. Так просто он не вырвется. Если и вырвется, то с большими потерями. Не только, скажем так, материального характера, но и здоровья. Здоровье она у него, ой, девочки, отберет, прямо отберет. Живым она его не отдаст. В сегодняшнем дне выглядит именно так.
Ну, я вам давайте на оракуле еще потом досмотрю, да, вот какие-то подробности, может быть, увидим. Так, если это мама ревнивая, ситуация ничем не лучше, девочки, а может даже и хуже. Потому что здесь будут играть на всех струнах его души, да. Причем какой-нибудь, там, не знаю, рок, да, тяжелый металл будут играть, так что прям все глохнуть будут, из ушей кровь пойдет. Там женщина, ой, какая нехорошая, ой, не нравится мне эта женщина, не нравятся эти ее крючки, смотрите, какие крючки она ему все время готовит, как на крючках, и коса тут стоит. Ой, топор вон у нее в руках, видите, вот она, ее фигура, и вот огромный такой топор она держит, готова рубить, крошить в капусту, как, знаете, не доставайся же ты никому. Ну вот скажите мне, в комментариях напишите, как вы считаете, если женщина любит, будет ли она человека рубить по-живому? Мое личное мнение, что нет. Если ты человека любишь по-настоящему, ты желаешь ему счастья, даже ценой своего несчастья. Вот я так думаю. Если думаете по-другому, ну пишите в комментариях, интересно будет почитать. Тут топор, смотрите какой, с нее ростом, а к топору еще и коса, видите, внизу вот она маленькая коса. Острие на него направляет. Она не вам угрожает, нет, она ему угрожает. Ему, понимаете? Вот так вот, да. Так, ну вот видите, это влияние, это идиотское, страшное, и не позволяет человеку вот дойти своим умом, сердцу довериться, да, и открыться любви. Знаете, а жизнь у него непростая, ой, какая непростая, ему тяжело, очень тяжело. Вы для него, вот смотрите, как глоток свежего воздуха, как такая вот отдушина, форточка, да, вот он сидит в такой маленькой комнатушке, пропитанной зловонием, да, и вот у него такая маленькая возможность высунуться в эту форточку и вдохнуть свежего воздуха, да. Вот вы для него именно этот свежий воздух. Вот так вот, девочки, понимаете, как ему тяжело? Как ему не сладко по жизни. Ой, как не сладко. Так, кстати, вот еще такой момент, кому-то персонально я должна сказать, что у кого-то отыграется, что мужчина, вот это не женщина, а это ситуация, в которой он находится. Может быть, он где-то находится, лишенный свободы, свободы выбора, передвижения, сидит под большой опасностью. И спасается мыслями о вас. И не может себе признаться, что вас любит, потому что будет невыносимо больно. Он не знает, выберется он из этой ситуации, выживет, погибнет, он не знает. И чтобы себе жизнь не отягощать уж прям до слез, да, он от себя гонит эти мысли о любви. Гонит. Хотя о вас он постоянно думает. Вот так вот, девочки. Вот кого-то прям отыграется, прям жаль, мужчину стало. Аж плакать захотелось. Да? Может быть, он у вас в заключении, может быть, на какой-то службе, может, на войне находится, понимаете. Вот. И там беда. Страшно. Вот каждое мгновение, как последнее у него идет. И поэтому, девочки, про любовь он свою-то и молчит, не показывает. Потому что больно прощаться с жизнью, да, страшно прощаться с любовью. Вот поэтому и молчит. Так, это кому-то прям персонально было. У большинства же все-таки идет как соперница, другая женщина. Так, еще очень важный момент. Вот чтобы вы знали, вы встретились не просто так. Не просто так вы встретились, не просто так вы познакомились. Здесь высшие силы прям свели, столкнули на друг друга, как говорится, глаза вам открыли. Вы друг другу очень-очень были нужны. Были нужны и сейчас нужны, и еще будете друг другу нужны. Вот чтобы вы понимали, там какой-то тайный замысел у высших сил. Прям вижу, что кто-то из вас догадывался, что не просто так вы встретились. Но это так оно и есть. Интуиция у вас хорошая, сильная. Вот вы и почувствовали. Я думаю, вы и ответ знаете, зачем вы встретились. Так, к сожалению, не скажу, как у вас там все сложится в будущем, но
не спешите расстраиваться. У вас в будущем два моста. Видите, один короткий мост с вашей стороны и с его стороны большой мост. Девочки, вот что бы между вами сейчас ни происходило, какие бы отношения между вами сейчас не были, вместе вы врозь, видитесь, не видитесь, это не важно. Важно, что в будущем еще, видите, вам два пути приготовлены. А мосты — это ведь на отношения. Да, когда люди мосты наводят, когда общаться хотят, когда хотят быть вместе. И смотрите, как интересно. Ваш мост, он идет первый, он короткий. И вы, смотрите, как по собачке вышли. Ну, то есть, когда я подружка, я твоя подружка, там, мы с тобой там дружим, да, я твой друг. А вот его мост, смотрите, какой огромный, огромный идет. И его мост не по собачке, нет. Здесь уже мост по любви, по половинке сердца идет, девочки. Он вам признается. Вот что хотите, говорите, думайте, но он вам в любви признается. Он эту свою любовь примет, она таки пробьется, это его любовь. Не удастся ему до бесконечности прятать свою любовь. Рано или поздно, девочки, он вам скажет, не только вам скажет, но и сам себе признается, что любит только лишь вас. Да, но до этого момента надо вот с этой женщиной разобраться. Я так понимаю, что разбираться он будет сам. Особо вас посвящать в эти моменты он не будет. Женщина это еще очень много бед и страданий ему принесет. Я уже вам говорила, да. Живым, здоровеньким просто так не отпустит. Пострадает, очень пострадает от этой женщины. Тут у него вообще какая-то патовая ситуация идет. Вот он с ней находится, страдает, мучается. Уйдет, тоже пострадает, помучается. Он еще не принял окончательного решения, он лишь только на пути к окончательному решению. Но судя по мосту, девочки, все-таки решение будет в вашу сторону. Наберитесь терпения. Как говорится, ваше от вас не уйдет. Что нужно делать вам? Ну вот, вам показали по маленькой собачке и по маленькому мосту. Общаться, дружить, быть дружелюбной по отношению к нему, поддерживать, помогать, если надо. Не требовать, не, как, знаете, ультиматумом не ставить. Вот этого делать не надо. Поверьте, ему и так не сладко. Ой, как не сладко. Лучше пожалейте его лишний раз. Да, протяните ему руку помощи. Девчоночки, он ответит вам и благодарностью, и любовью. Вот так вот. Так, давайте теперь посмотрим на оракулах на вот эту женщину. Мне же тоже интересно, что за персонаж и как там с ней все решится. Что это за женщина? Чем она ему топором угрожает? Так. Знаете, то, что она его там удержит, как я вам сказала, вот прям точно оракулы подтвердили песочек. Это временная ситуация, девочки, время, понимаете? Она как время свое выигрывает, пока она его держит, да? Это ограниченный период времени. Навсегда так не будет. Никогда так не будет. Время пройдет, ее время пройдет, и наступит ваше время. И этот мужчина через бумаги, понимаете, ну у кого развод будет, бумаг будет очень много. Много-много бумаг. Сложные бумаги, важные бумаги, дорогие бумаги, деньги тоже стоят. Через бумаги он обретет свою свободу, девочки. Обретет. И что сделает? Правильно, к своей леди полетит, к своей женщине, к вам он, девочки, полетит. Что нужно делать вам? Так это набраться терпения, мои хорошие. Орел-то ваш к вам прилетит, к вам с любовью, с нежностью. Да, прилетит, чтобы жить с вами, душа в душу, быть вместе, рядом. Здесь 100% указали на развод, но нужно дождаться. Если, например, там мама его, да,
как я вам говорила, то тут тоже через какие-то документы, может, через какую-то дележку, да, он от нее освободится, девочки. Он соколом летит, к вам летит, мои хорошие, к вам. Дождитесь своего часа. Если любите этого человека, а я ведь вижу, что любите, просто дождитесь своего часа. И не форсируйте события. Не думайте о плохом, не думайте, мост от него пойдет, какой большой. И вот он орлом именно к вам летит, к своей леди. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.